Долго, троечку, очень долго, чуть побыстрее. Побыстрее надо, побыстрее. Долго, побыстрее. Цикл идет у нас перед ответственные игры последней стадии чемпионата. Команда постараемся выиграть, постараемся радовать наших болельщиков, чтобы тут болельщики приходили в Якутию, сейчас в Томске, что порадовало, очень много болельщиков было из якутских ребят, девчонок. Даже команда проиграла, ребята все равно поздравляли, и была игра неплохая, но мы на пути к хорошим играм. Я думаю, мы игру поймаем и будем радовать болельщиков. На ваш взгляд, в матче с Томском чего не хватило? Реализация. 70% владели мячом, где-то удачи не хватило, где-то виноваты сами. Я как тренер главный на сегодняшний день виноват в этом. Ребята выполнили всю установку, но после незабитого пенальти как-то пошло не так все. А так, ребята, пока претензий нет, ищем свою игру, я думаю, найдем, мы будем радовать. Сейчас самое главное содержание и качество игры. Вот к этому, если мы придем, то будет все хорошо. Будет результат, вернее. А вот по пенальти отдельно не работали после этого? Работали. Ну, есть в этом моменте, конечно, и Леша Киселев переживает эту ситуацию. Такое бывает. Вот не забили, все, вот вроде владеешь ситуацией, инициативой, на одной половине играем. Вот не забили и как-то не пошло. Бывает такое. Будем стараться и над этим компонентом тоже работать. Здесь в зоне Восток все команды практически одинаковые. Но выделяется Байкал и Новокузнецк. А остальные команды, я считаю, нам все по силам. Все игроки в строю? Нет, есть. Миронов Николай получил у нас разрыв голеностопа на сборах Томса. Это ключевой игрок наш. Ну, через неделю он уже прилетит в Якутск, уже будет в общей группе. Он усилит нашу команду. Ушли у нас, вы знаете, лучшие Мальцев, Локтионов. Хорошие игроки, ключевые, я считаю. Ну, что делать? Есть игроки, которые составили конкуренцию, и те игроки, которые сейчас находятся в нашей обойме, они будут стараться усилить нашу игру.